До вас таке. Чого зараз очікувати? Що може прояснитися у цій ситуації з затриманням Манафорта? Ну, буквально перед посещением вашей студии я читал, очень внимательно изучал статьи Washington Post и New York Times. А эти две газеты больше всего пишут о скандале, о всей ситуации, о кризисе, который сложился в политической системе США. И я думаю, что, и ссылаясь на них, можно точно сказать, что самое серьезное обвинение, которое выдвигается Манафорту, оно касается отмывания денег. Дело в том, что лоббизм американский – это нормальная вещь. Манафорт лоббировал интересы в свое время партии регионов Януковича. У нас сейчас какие-то политики американские лоббируют интересы нынешнего руководства Украины. Это нормально. Дело в том, что те деньги, которые он получил по данным правоохранительных органов США, не задекларировал. И он не задекларировал примерно 18 миллионов долларов. Санкция статьи, наказание, которое предусматривано за подобные вещи, предусматривает 20-летнее заключение, 20 лет срок заключения. Это опасно. Самая серьезная, самая опасная статья для Манафорта. Поэтому он сегодня фактически сдался, по своей собственной инициативе, сдался в руки правосудия США. Поэтому вопрос о его связях, он остается открытым. Что касается российского фактора, а это главное оружие, которое используют противники Трампа против Дональда Трампа, это очень-очень сложный момент. И еще много расследований будет, и Конгресса США, и других органов, которые будут заниматься выявлением связи. Нужно понимать, что политически дело Манафорта, оно взаимосвязано с Трампом. И если Манафорт начнет что-то говорить, потенциально может всплыть компромат против президента США. А ще, можливо, якісь буде стосуватися українських політиків. Хочу зачитати у Твіттері. Лещенко написав, цитую: «Манафорт сдался ФБР под прессингом доказательств коррупции. Надеюсь, ФБР догонит и его украинских клиентов». Чи можливо ще такий розвиток сценарію? Ланцюжок, да. Тобто, знаєте, так мовити, хто зараз з українських депутатів або чиновників вже потроху пакує валізи на Ростов-на-Дону? Именно Ростов-на-Дону, да. Хорошая ассоциация, но я думаю, что не только бывшие члены партии регионов связаны с Манафортом. Я убежден, что и представители действующей власти в Украине теоретически могут быть связаны с Полом Манафортом. Мы все помним так называемую бухгалтерскую книгу партии регионов, которая была опубликована в интернете. Там очень много фамилий. Там не только члены партии регионов, оппозиционного блока, там много было людей из других политических партий. Я допускаю теоретически, что вы можете оказаться правым, и Лещенко в том числе, что ниточки могут привести к совершенно неожиданным разоблачениям в украинской политической системе. Вопрос в другом: будет ли Манафорт об этом говорить, и кто его информацию будет использовать. Последние 2 недели в американских газетах начали появляться различные материалы по поводу коррупционных схем, по поводу представителей власти, украинской власти. Дело Клименко даже там всплыло, много-много всего. Ну, и пока это не столь резонансно, как дело Манафорта и партии регионов. Поэтому посмотрим, как все это будет происходить. Мне кажется, если бы российского фактора не было, если бы Манафорт, по данным следствия американского, не вел переговоров с представителями России, то никто бы не обращал внимания на его связь с партией регионов. Российский фактор, российское влияние, попытка влияния на выборы в США, связь с Клинтон, вот это возмутило общественность американскую, либеральную общественность. И это и привело к появлению таких материалов, побочных, я бы сказал, которые совершенно неожиданно повлияют и могут повлиять на дальнейшую судьбу Манафорта, именно связь с партией регионов и так далее. Поэтому тут ключовой все-таки вопрос Росії. А от давайте трошки зараз прогнозуємо, тому що ось вже летять просто заяви Твіттера, вже сам Трамп написав, що змови немає, Лещенко написав, інші депутати і так далі пишуть. Знаєте, коли трапляється така гучна якась справа, то громадськість
вона ділиться на дві частини: ті, хто за, і ті, хто проти, ті, хто бачать зраду, ті, хто бачать перемогу. Давайте спрогнозуємо з вами таке: хто з українських політиків, от як ви казали, там представників чинної влади, там попередньої, да, хто які зараз заяви може кидати? Може, зокрема, і Путін, і його депутати якісь зможуть заяви теж кидати. Підтримка того, що там справедливий суд буде, або не підтримка, що це все зрада і так далі. Трошки спрогнозувати, просто цікаво наперед же. Тому що я бачу, Фейсбук зараз же просто одна новина: Манафорт і все. Мне кажется, в интересах всех украинских политиков молчать и ничего лишнего не говорить сейчас. И мне кажется, что большая часть украинских политиков разных политических мастей будет сейчас молчать, поскольку сделать политический пиар, себе бонус на деле Манафорта не получится. Ни у кого. Кто бы ты ни был, сторонник Трампа, противник Трампа, сторонник Клинтона или так далее. Это то дело, которое может непредвиденный оборот взять, непредвиденное развитие может быть. И тогда оно может коснуться всех людей, которые действительно имеют отношение к делу Манафорту, и либо, возможно, связям с Россией и так далее. Поэтому сейчас фамилии мне сложно назвать. Но я думаю, это и представители оппозиции могут быть, и представители власти. Украинской, я имею в виду. Угу. А от як це розслідування може взагалі вплинути на Трампа? Чи можна очікувати взагалі імпічмент? Классный вопрос. Реально вопрос самый актуальный. Мне кажется, во многом это все происходит, и общественность уделяет большое внимание этому резонансному делу из-за возможных последствий для президента США. Импичмент – это маловероятный сценарий, так как очень сложно добиться этого в условиях Конституции, в условиях большинства республиканского, который имеет Трамп в Конгрессе. И республиканцы никогда не пойдут против своего президента. Но рейтинг Трампа может серьезно пострадать. Рейтинг республиканской партии может пострадать. Рейтинг окружения Трампа может пострадать. Вот это дело опасно. И то, как американская пресса, Washington Post, New York Times, Bloomberg эту тему развивают, то, как вы правильно сказали, действительно это ключевая тема. Никто внешней политикой там сейчас не занимается. Все только Манафорт. И то, как они используют эту тему, она может теоретически быть опасна для Трампа. Но и Трамп не будет сидеть сложа руки. Я думаю, что он будет сейчас принимать какие-то контрмеры. Угу. А чи є в Росії якийсь вплив на Трампа? Я думаю, что россияне имели хорошие отношения с окружением Дональда Трампа, поскольку, как известно, согласно данным, которые обнародованы, ближайшее окружение Дональда Трампа вело переговоры с различными влиятельными людьми с Российской Федерации. Очевидно, речь шла о снятии санкций. Для Путина и для окружения Путина было важно снятие санкций. И какие-то, скорее всего, консенсусы были достигнуты относительно снятия санкций с Российской Федерации. Но сейчас этот вопрос канул в лету, особенно после того, как Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций, о расширении, консолидации, кодификации всего пакета санкций. То есть уже сейчас снятие санкций с России невозможно. Следовательно, что будет дальше, как будут развиваться события, вопрос остається відкритим. Ось новий пост у Твіттері Дональда Трампа. Він закликав слідчих сфокусуватися на Гіларі Клінтон після того, як проти екс-керівника. Те, що ми з вами говорили, да, про ці заяви зараз майбутні, що Манафорт то таке. Да. Цитую. «Вибачте, але це було багато років тому, перш ніж Манафорт став частиною кампанії Трампа. Чому брехлива Гіларі та демократи не в центрі уваги?» Ось, по-моєму, це вже маховик розкручується, знаєте. Помните, у нас, по-моему, полгода назад было какое-то заявление Трампа в Твиттере, может, даже раньше, когда он обвинил Украину, Генеральную, по-моему, прокуратуру Украины, что она не расследует, Генеральную прокуратуру США, о том, что она не расследует факты поддержки некоторых политических партий или Украины Клинтон в ходе предвыборной кампании. Это был такой твиттер у Трампа, все подумали, все, сейчас начнется какое-то расследование. На самом деле борьба республиканской и демократической партии, она всегда была и сейчас будет. И логично использование Трампом каких-то мер для того, чтобы
все списывать на Клинтона. Хотя Клинтон уже ушла практически с политической арены. Но ему нужно показать, что нужно тоже в отношении него какие-то расследования проводить. Но в чем здесь опасность? Трамп правильно говорит о том, что деятельность Манафорта была связана с партией регионов, когда еще он не работал в окружении, в президентской кампании, президентской команды Трампа. Но связи с россиянами, которые, по мнению, по данным следствия, происходили и были установлены в конце прошлого года, происходили как раз тогда, когда Трамп уже тесно сотрудничал с Манафортом. Вот тут опасность есть для Трампа. В начале мне программы вы задали вопрос по поводу антигосударственных обвинений Манафорта. А вот здесь опасность есть, что эти расследования могут касаться антигосударственной деятельности отдельных должностных лиц. І здесь є определенні опасності для Трампа. Ну, тобто ми можемо так спрогнозувати, що надалі події ці розвиватимуться навколо Манафорта і цього розслідування дуже, дуже активно. И все боятся зараз. Конечно. И по Трампу, весь период каденции Трампа, сколько остался у него президента, это дело будет бить очень серьезно по его рейтингу. Отак от невелика сносочка для наших глядачів. От поясніть коротко, будь ласка, хто такий Манафорт? Чим він займався і чому саме його так всі цього розслідування бояться? Можливо, деякі глядачі не знають, хто це. От розкажіть коротко. Манафорт является классическим примером американского политического лоббизма, политтехнолога, политического советника, который объясняет политикам, как стать политиками в США. Очевидно, каким-то образом, до конца неизвестным, 10 лет назад на него кто-то из Украины вышел. То есть кто-то имел с ним какие-то контакты и предложил ему работать в Украине в качестве политического консультанта партии регионов, для того, чтобы добиться успехов на соответствующих выборах. Это темная сторона. Мало кто знает, как он оказался в Украине, через кого и так далее. Непонятно, откуда, кто финансировал Манафорта. Разные есть слухи. Там, о Ренате Ахметове, о Януковиче и так далее. Но все равно этот вопрос тоже остается открытым. После того, как Манафорт поработал в Украине, он работал с какими-то политическими партиями, проектами в США. Очевидно, кто-то посоветовал его же и Дональду Трампу. И Манафорт стал влиятельной фигурой в штабе Дональда Трампа. После обвинений еще во время президентской гонки в адрес Манафорта о том, что он имел отношение к каким-то серверам российским и фальсификации против Клинтон, Трамп пошел на беспрецедентный шаг. Он его снял с должности руководителя своего штаба, назначил другую фигуру, но все равно Манафорт остался в окружении Трампа. И после президентских выборов, после победы Трампа, фактически началась волна атак на Пола Манафорта за его связи с Россией и так далее. Дякую за відповідь. Ще от немаловажливе питання, яке хотілося підняти, це ситуація з Каталонією. Ми, якщо буде з'являтися нашим глядачам, зараз скажу, що якщо буде з'являтися якась оперативна інформація стосовно нових заяв стосовно Манафорта, обов'язково повернемось до цієї теми. Поки що ситуація з Каталонією. Давайте, знову ж таки, не спіша, поетапно. Що там зараз, як там? Чому я кажу і зауважую на тому, що не спіша поетапно? Тому що я вже, чесно кажучи, втомився стежити за цією ситуацією. Там новини змінюються зі швидкістю боліда якогось швидкісного, серйозно. Тому що вибори прийшли. Одні кажуть, що буде незалежність, інші кажуть, не буде. Ну, хто підтримує, хто не підтримує. Поетапно про ситуацію, а потім вже будемо прискіпливо до кожної детальки долучаться. На мой взгляд, ключевой аспект в этом всем – это то, что это исторически сложившийся конфликт. И он не возник вчера. Его не создал какой-то внешний фактор. Вот это то, что отличает этот конфликт от других конфликтов, например, на постсоветском пространстве. Если мы говорим о Донбассе и Крыме, то всем понятно влияние кого России. Там нет внешнего фактора. Там никто не может повлиять на Каталонию, чтобы возникли сепаратистские настроения. Это реальная проблема внутри общества. То есть она назревала давно. И апогеем этого всего, апофеозом стали вот так называемый референдум. Кто его организовал, понятно. Сепаратистски настроенные политические партии или политики в Каталонии. Мадрид фактически попустительствовал и не обращал на это все внимания. Пытался противодействовать, но не противодействовал. И в результате был так называемый референдум,
которую часть каталонского общества посчитала как настоящий. Мадрид его не признал, и в результате мы имеем политический кризис. Слава богу, который еще не дошел до военного или какого-то вооруженного противостояния, но реально очень серьезный политический кризис, последствия которого сложно сейчас предсказать. І ми зараз маємо на прямому скайп-зв'язку журналіст з Барселони, це Пабло Гонсалес. Чуєте нас добре? Давайте перевіримо звук. Доброго вечора. Да. Добрый вечер. Пожалуйста, коротко к вам тоже такой вопрос. Вот какая сейчас ситуация в Каталонии, какие последние новости оттуда, а потом перейдем уже к деталям. Ну, ситуация сейчас такая, такого ожидаем. Все непонятно, что будет дальше. Последние новости – это то, что сегодня прокуратура Испании открыла уже уголовные дела против всего каталонского руководства, президента и советников. Это так называются министры правительства Каталонии. Сам же президент Пучдемон, Карлес Пучдемон, находится с несколькими советниками в Брюсселе. Неясно, что он там делает пока. Некоторые люди говорят уже, что он там для того, чтобы попросить политического убежища. Но другие источники говорят, что он пытается найти там хоть какую-то международную поддержку. Те советники, которые остались в Каталонии, они сегодня работают, но большинство работают из дома, так как официально их отстранили от должностей. Некоторые ходили на свое место работы, забирали свои личные вещи. Каталонская полиция их туда пустила, хотя чисто теоретически она не должна была их пускать. Ну, вот дальше они продолжают работать из дома. Как бы вот линия, которая непризнание испанского решения, она продолжается, но она, скажем, как минимум продолжается довольно-таки вяло. Вот сегодня Климкин заявил, что в ситуации с Каталонией активно берет участь Россия, Кремль. Вот к вам вопрос, что позволило Климкину сделать такие выводы? И видели ли вы руку Кремля в Каталонии? Ну, господин Климкин все-таки министр, ему, наверное, виднее это, чем мне, как журналисту. Но я занимаюсь мониторингом, например, разных СМИ, да, в частности, украинских и также российских, особенно на испанском языке, то, что есть. И тот же канал Russia Today, российский канал на испанском, он как минимум был, я бы сказал, не сказал нейтральный, он был против всей идеи о самоопределении. То есть они не брали, я даже не сказал, чтобы они брали слишком много объективных интервью в этот раз, по крайней мере, то, что я проследил. И также российский МИД высказался против. Я, честно, будучи в Барселоне до, после и во время референдума, я не видел какого-либо присутствия. То есть я совершенно согласен с человеком, который у вас в студии, что в Каталонии нет никакого внешнего влияния. Это процесс намного более сложный, долгий, исторический. Может быть, если было бы такое влияние, события как бы развивались по-другому. Но на сегодняшний день такой связи я как минимум не наблюдал. То есть прогнозировать, что будет дальше и каким будет решение, пока что рано. Я правильно понимаю? Трудно, очень трудно, потому что неясно, в принципе, становится ясно, что будет делать Мадрид, хотя тоже не совсем. То есть до какой степени он будет использовать 155-ю статью в Каталонии. Но самое главное, неясно, что будет делать сама Каталония, потому что установить физический контроль на территории и не давать доступ испанским властям к этой территории в России Каталонии нету просто такой возможности. Нету армии, и полиция неясно, подчиняется ли она такой степени. То есть физического столкновения как такового не будет. А пока не будет вот этого вот установления контроля на территории, то реально говорить о полной независимости очень трудно. И уже просто даже не вступаем во всякую банковскую систему и как они собираются, например, платить зарплаты своим сотрудникам, там 22 тысячи чиновников в Каталонии офисных, плюс 17 тысяч полицейских. То есть мы даже не вступаем в такие вопросы. Мы говорим о первом, это вот установление контроля на территории.
что даже это пока не выглядит, что это возможно и реально. Но тоже Климкин сегодня также заявлял, что Россия использует ситуацию в Каталонии для ослабления Европы. Вот тоже последний вопрос к вам такой, к предыдущим заявлениям Климкина. Не видели ли вы, опять же, таких вот каких-то там заявлений или статей, чтобы хоть, знаете, как сыграть так на ситуации с Каталонией? Официальные заявления, все, что я видел, это за сохранность Испании. Это говорил президент Российской Федерации и их Министерство иностранных дел. Я не видел ничего такого. Я могу сказать вам такой маленький инсайт, который, я думаю, в прессе нигде не был. Это то, что когда подготавливаюсь к референдуму, поскольку я работаю много в Центральной Европе, у меня были связи насчет, как они находили, организаторы референдума, как они находили наблюдателей. И они, например, абсолютно не желали наблюдателей от российских властей или каких-нибудь российских организаций, чтобы просто их не могли связать ни с чем даже таким подобным. Так что, опять же, я повторяю, господин Климкин – это министр, у него намного, наверное, больше информации, чем у меня, но скорее всего, он иногда, мне кажется, хочет видеть того, что не в полной мере присутствует. Спасибо вам большое. Пабло Гонсалес, журналіст Барселони, був на прямій зв'язі зі студією АТР. Повертаємось до нашої студії. Чи маєте щось прокоментувати? От почули багато інформації від журналіста з Барселони. Чи маєте щось прокоментувати? Чи маєте якусь свою позицію стосовно того, що от Росія хоче якось послабити Європу на ситуації з Каталонією? Пабло Гонсалес, конечно, во многом прав. С ним сложно не согласиться. Человек находится там, глубже знает ситуацию. Возможно, даже глубже, чем сам Климкин. При всем уважении к нашему министру иностранных дел. Но все-таки, наверное, Климкин, когда говорил о российском факторе, он подразумевал присутствие определенного влияния России там. И испанские газеты, в частности «Эль Паís», накануне так называемого референдума опубликовали массу статей о том, что из России, через российские серверы, осуществляется попытка помощи каталонским сепаратистам в установлении в день голосования работы интернет-сайта и соответствующего голосования по подсчетам голосов. То есть, наверное, какое-то влияние было. Но преувеличивать влияние России на каталонский так называемый референдум, вообще на всю ситуацию, мне кажется, не стоит. Именно из-за отсутствия границ. Если бы границы были, наверное, россияне более активно влияли. Но границ непосредственно нет. Поэтому Россия не может повлиять существенно на ситуацию в Испании. Какие-то есть связи, но не следует их преувеличивать. Теперь самое главное. Что дальше? Я вижу два варианта развития событий. Вариант первый. Эффект домино. Когда другие регионы, Испания, например, Валенсия или баскские сепаратисты, также потребуют не независимости, а расширения полномочий. Мы помним баскских сепаратистов, которые воевали 40 с лишним лет. В конце концов, они сложили оружие и начали заниматься политикой. Если другие регионы потребуют расширения полномочий, это может привести к федерализации Испании. А Испания не является федеративной, она является унитарной. Но некоторые регионы имеют автономию, ввиду исторически сложившегося, как я уже говорил, такого расклада. Федерализация опасна не только для Испании, а для всей Европы. Идея сама, поскольку другие страны, например, Италия, которая тоже является унитарной, но у которой тоже есть автономные области, как Сицилия и так далее, могут последовать этому примеру. И когда вы сказали о том, что Пучдемон поехал в Брюссель, да. Я думаю, он поехал туда, очевидно, для ведения каких-то переговоров с Брюсселем, как с стороной посредником. Между Мадридом, я имею в виду, и между Барселоной. То есть Европейский Союз
во избежание общеевропейского кризиса или такой цепной реакции должен выступить посредником в такой ситуации. Надеюсь, выступит. Но последний месяц, я смотрю, Европейский Союз как-то дистанцировался. Все сказали о том, что да, мы поддерживаем территориальную целостность. Даже Дональд Трамп накануне так называемого референдума во время пресс-конференции с Мариано Рахоем, премьер-министром Испании, тоже сказал, что он поддерживает территориальную целостность. Но сейчас все дистанцировались. Второй вариант развития событий – не федерализация, но усугубление политического кризиса нынешнего, который сейчас есть. И на фоне этого Мариано Рахой, премьер-министр Испании, будет терять в рейтинге. Правящая партия, или партида Популяр, будет явно терять авторитет в глазах испанцев, так как испанцы будут видеть бездеятельность руководства Испании по отношению к Каталонии. А каталонские сепаратисты или индепендисты, как они себя называют на испанском языке, сторонники независимости, тоже будут терять в глазах соответствующих сторонников, так как радикально настроенная часть будет требовать более решительных действий. Ну, никто за оружие не возьмется, я, по крайней мере, надеюсь на это. И, следовательно, вот до 21 декабря, по-моему, 21 декабря они объявили выборы, сейчас будет длительный такой политический кризис, переговоры какие-то с участием Европейского Союза, Брюсселя там, и так далее. То есть это приведет не к решению вопроса, а усугублению его. И посмотрим, як воно буде далі. Все ж таки, якщо у висновку отримуємо те, що Каталонія розширить свої повноваження, да, як ви кажете правильно, не незалежність це називається. Чим це загрожує взагалі безпосередньо от Євросоюзу? От знаєте, до чого я кажу, коли Великобританія вона сказала про те, що виходить з Європейського Союзу, купа статей одразу пішли, що євро обвалиться, що буде криза і так далі. Поки що бачимо стабільність. Ну, поки Великобританія не вийшла із Європейського Союзу. Да. Я маю на увазі, що от, одні спростовуються, інші підтверджують. Саме інформаційний провод. Так. Саме інформаційний привід. От чим це страшно безпосередньо в цій ситуації? Да, я повторю, опасно для того, что может возникнуть тенденция федерализации Испании, а это повлечет за собой возникновение сепаратизма, потенциально опасно для Европейского Союза региона. Великобритания – это один из вариантов. Шотландия, вы знаете, там неспокойно. И в Италии тоже есть регионы, есть даже целая партия, которые могут сыграть на этой теме. Але ж Пучдемон, по суті, про це все знає. Конечно. І чому тоді він або йде на такий ризик, або його хтось на це підштовхує? Я думаю, экономические причины. То есть Пучдемон и те, кто за ним стоят в Каталонии, хотят максимум бонусов экономических выбить от Мадрида с точки зрения управления экономикой. Всегда они были недовольны тем, что распределение шло, как они считали, непропорционально между Мадридом и Каталонией. Но если ситуация усугубится, это приведет к проблемам с туризмом, если еще будут продолжать идею независимости, с проблемами с границами. Футбол – это ключевой фактор, наверное, в сфере спортивно-развлекательных мероприятий в Каталонии тоже будет страдать. То есть реально пострадают все. И Мадрид, и Каталония. Поэтому я думаю, что рано или поздно какой-то консенсус нужно будет найти. Тем более с 1495 года, фактически с года создания единой Испании, Каталония была всегда в составе Испании. Это не какие-то постсоветские процессы, это не Югославия. Это единое государство, которое существовало на протяжении столетий. И очень сложно в центре Европы отделиться, огородиться и сказать, мы будем независимыми. Это очень сложно. А от якщо брати за увагу місцеві засоби масової інформації, то на ці референдуми приходило доволі багато людей голосувати. Чому місцеві взагалі? От місцеві, знову ж таки, от мені дуже знайомі, я бачив там деякі інтерв'ю місцевих людей, мені дуже знайомі такі формулювання, що ми завжди були незалежними, ми завжди кормили їх, кормили тих. Наскільки можна реально ставитись до таких заяв місцевих мешканців? Ой, не хочу порівнювати це з нашою темою. Ні, просто наскільки, одне питання ставлю, наскільки до цього можна серйозно ставитись? Чи там є таке промивання мізків? От ви кажете, ви реально сказали зараз такі факти. Чим це загрожує? Це реально страшні загрози. Як для Каталонії, цілісності Іспанії, Європи? Да, но они нереализуемы без внешней поддержки. В США есть отдельные штаты и политики, которые до сих пор живут временами гражданской войны в США. И говорят, что вот, надо хорошо было отделиться от некоторых штатов, мы бы сами были независимыми и так далее. У нас
В Крыму, в Донецке тоже были такие настроения, но они были поддержаны внешними силами, которые сыграли на этом и допустили нарушение территориальной целостности Украины. В Испании это невозможно. То есть это фактически вот банка с пауками, которые дерутся между собой, а выпустить их оттуда их невозможно. И рано или поздно они вынуждены будут либо уничтожить друг друга, это плохо будет всем, либо найти какой-то консенсус. Вот такая сейчас ситуация в Испании. То есть либо все будут страдать, и Каталония или Мадрид, либо они найдут какой-то консенсус и успокоятся на время. Но отделение Каталонии от остальной части Испании невозможно. Вы сказали, действительно, это факт, что часть, может быть, даже большая часть населения Каталонии, наверное, поддерживает идею независимости. Но есть же другая часть Каталонии, которая эту идею не поддерживает. Они просто менее активны. И есть, в конце концов, испанское общество других регионов, которые точно эту идею не поддерживают. Тут нужно смотреть, кто где большинство. В пределах Каталонії, да, може большинство поддерживает, но в пределах Іспанії ця ідея не підтримує. Ну, ось є інформація, що політичні партії Каталонії, які виступають за незалежність автономії, не наберуть абсолютної більшості на позачергових парламентських виборах, які призначені на грудень 21. Про це йдеться в результатах опитування El Mundo, яке було проведено з 23 по 26 жовтня. Тобто, я так розумію, що планують провести вибори, але все ж таки Іспанія сподівається на те, що Каталонія залишиться, і вони впевнені в цьому. Она не то, что она остается, уже остается. Давайте спрогнозируем реально, что дальше будет по поводу выборов. Я думаю, будет саботаж со стороны сторонников независимости этих выборов. То есть сейчас будет длительный процесс саботажа. Если не будет консенсуса, они будут саботировать эти выборы. Скажут, кто там избирался, мы не знаем. Вот они живут между собой, а мы отдельно будем жить. Поэтому вот эти выборы, это еще один гвоздь в усугубление проблемы на самом деле. То есть опять эти выборы приведут к очередному витку політичного кризису. Ну, ось, згідно з даними опитування, теж це видання пише, сепаратистські партії, республіканська лівиця Каталонії, Європейська демократична партія Каталонії та ультраліва партія Popular Unity отримують не більше 65 місць, тоді як для абсолютної більшості потрібно 68. Це що означає? Більш такою для нашей аудитории зрозумілою мовою. Ну, это означает, что идея сама, которая присутствует в отделении, там, она не имеет окончательной поддержки, а те партии, которые сейчас представляют, или, скажем так, сепаратистов или индепендистов, я не думаю, что они также наберут абсолютное большинство. Это нереально. Скорее всего, они перейдут к политике, тактике политического шантажа Мадрида. И Мадрид вынужден будет принимать какие-то меры по отношению к этим партиям. Но, скорее всего, здесь сейчас от Европейского Союза очень много зависит. Как он будет выступать в качестве посредника. А чи є ті, хто підтримують Каталонію в Європейському Союзі? Исключено. Я думаю, что они, если и есть, то публично сейчас они в этом заявлять не будут. Я имею в виду среди влиятельных политиков, поскольку отдельно какие-то, может, сепаратисты есть, там, движения праворадикальные и так далее. Но Европейский Союз не заинтересован в большинстве своем в отделении Каталонии от Испании. Это нарушит фундаментальные принципы, на основании которых создавался Европейский Союз в 50-х годах. Европейское сообщество, а потом уже и Европейский Союз. Поскольку вот этот федерализм, сепаратизм – это опасная вещь для Европейского Союза. И он всегда умел находить в консенсус какой-то, умел находить согласие между разными политическими противниками. Я думаю, и будет найден какой-то выход и сейчас. Ну, от вже сипляться заяви усіх міністрів закордонних справ про те, що вибори в Каталонії сприятимуть відновленню правової держави, ну, про те, що ми з вами казали. І хочу процитувати, що сказав Павло Клімкін сьогодні стосовно цієї ситуації. Цитую. «Сподіваємося, і ми в це віримо, що після виборів Каталонія залишиться тим співтовариством, яким вона була, відкритим, інтегрованим, де нікого не виключають із суспільства через питання мови або спосіб мислення. Сподіваємося, що за допомогою цих виборів ми зможемо відновити правову державу, законність у Каталонії», сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павло Клімкіним. Вот. І зараз мені підказують, що у нас є коментар Павла Клімкіна стосовно теж на тему Каталонії. Давайте послухаємо його. З свого боку ми послідовно підтримуємо
дії уряду Іспанії спрямовані на застосування Конституції Іспанії і на відновленні правового поля в Іспанії. Наші іспанські друзі і колеги завжди можуть на нас в цьому покласти. Ми прекрасно знаємо, що Росія намагається використовувати ці події, щоб побудувати хибну логіку того, що відбувається в Європі, намагаючись поставити в один ряд події щодо незаконної окупації Криму, то, що відбувається в Каталонії. Como él sabe, España apoya a Ucrania, apoya... Іспанія підтримує цілісність України, і так буде завжди. Ми з Україною не тільки друзі, але й союзники у багатьох сферах. Ми щиро підтримуємо рух України до Європи. Також ми є союзниками у євроатлантичному сенсі. Ми поділяємо ті ж самі цінності. Перед нами стоять ті ж самі виклики. Тож ми маємо працювати спільно. Іспанія підтримує також і реформи в Україні. La invasión de Crimea o del... Ну, зрозумілі заяви дипломатів. Чи маєте щось прокоментувати стосовно цих заяв? Знову ж таки, бачите, Клімкін знову каже про руку Кремля. Но он аккуратно это говорит. всё-таки. Акуратно, Да, але да. каже. Он аккуратно говорит, он, наверное, имеет все-таки, вот я сейчас послушал внимательно, он имеет в виду, наверное, пропагандистскую машину, которую Россия имеет и использует этот фактор для обоснования. Но еще раз скажу, что не нужно сравнивать ситуацию в Каталонии, в Испании, ситуации в Крыму и в Донбассе. Это совершенно разные факторы. Я не хочу сейчас лишний раз это вспоминать, но даже по реакции властей, вот посмотрите, как у нас реагируют, как в Испании, прошу прощения, реагируют на все это, предупреждают, не допускают референдум, выносятся решения, постановления. А вспомните, какая пассивность была у нас по отношению к Крыму и Донбассу. Это очень важный момент. Теперь, что касается, кратко скажу, буквально пару слов, дальнейших действий. Действительно, Испания оказалась в не очень хорошем ситуации, нынешнее руководство Испании. И действительно нужно будет находить какой-то выход. Это хорошо, что наше государство поддерживает территориальную целостность Испании, это понятно. Но мне кажется, что нынешнее руководство Испании может серьезно потерять в своем рейтинге. В рейтинге правящей партии. Если они и дальше будут фактически бездействовать по вопросу Каталонии. Нужно либо принимать жесткие меры, либо идти на уступки. Больше вариантов никаких сейчас нет. Если отпустить ситуацию, а правительство Мариано Рахоя фактически отпускает эту ситуацию, это может привести к непоправимым последствиям. А чи можемо очікувати якісь продовження? Як всі кажуть, що 21 грудня все ж таки Іспанія залишиться цілісною, все нормально. Чи можемо очікувати якісь мітинги, якісь суперечки, якісь акції протесту від мешканців Каталонії, Конечно. від того керівництва? Я об этом вам говорил, и будут акции гражданского неповиновения, саботажа, выборов, предвыборной кампании. То есть это будет очень-очень сложно, если не будет найден какой-то консенсус. И я думаю, что события могут развиваться даже самым драматичным образом, если не будет вовремя найдено какое-то противоядие вот этой идеи, вот этой общей идеи сепаратизма. Я одразу знаю, що не знаю взагалі настрої, як там в Європі реагують. У мене просто порівняння одразу з нашими мітингами. Наші мітинги – це, на жаль, без кровопролиття дуже рідко проходить. Чи можемо там таке очікувати? Теж спрогнозуйте буквально 30 секунд до завершення ефіру, щоб вже трошки собі уявити ту ситуацію і чого очікувати, вже що взагалі можемо. Если одна из сторон применит в значительной мере вооружение, серьезное вооружение, которое приведет к потерям, человеческим потерям, десяткам людей, например, то тогда это неизбежно может вызвать радикализацию ситуации, и 100% появятся радикальные силы в Каталонии, которые возьмутся за оружие, по примеру баскских сепаратистов. Тогда эта ситуация будет очень накаленной, Каталония будет терять в авторитете, в популярности, как туристический центр, поскольку все население Каталонии возьмется за оружие, но часть радикалов возьмется. И это реально опасно. Обов'язково будемо стежити за цією ситуацією. Я дуже вам дякую. Андрій Бузаров, експерт-міжнародник, був гостем студії АТР.
Прямий ефір на телеканалі АТЕР продовжується. Далі новини за МАН і потім знову ж таки ефіри з лише актуальними гостями і будемо піднімати лише найактуальніші теми України та суспільства. Я дуже вам дякую за довіру, дуже дякую, що були з нами у цій студії. Почуємося.